встречи. Осталось всего 7 дней, как прозвучит школьный звонок, который оповестит начало нового учебного года. Но нынешний школьный звонок, он будет необычным, он будет завершающим 20-е столетие и оповещающее наступает 21 век. Каким будет 21 век, это будет зависеть от наших детей. Что мы заложим нашим детям, таким и будет мир 21 века. Но я глубоко убежден, что 21 век – это будет век непрерывности в образовании, с рождения и до глубокой старости. Это будет век образовательный на основе широкой и богатой информационной системы. Это будет век высокого развития духовности и нравственности людей. Это будет век высочайшей производительности труда на основе высоких технологий. Это, глубоко убежден, будет век здорового образа жизни. Именно самосовершенствование, саморазвитие самой личности. В последнее время в нашей республике принимаются широкомасштабные меры по вопросам образования нашего народа. И прежде всего обеспечить непрерывность образования наших людей, использование технических средств и международное информационное пространство. Наша работа была рассмотрена недавно на специальном выездном заседании коллегии Министерства образования Российской Федерации и была поддержана. Мы должны сегодня определяться по всему кругу важных вопросов, касающиеся одного из них – это попечительство. Попечительство каждой школы республики со стороны общественности республики. Дать системный характер попечительства, сделать эффективной форму работы попечительства, добиться, чтобы попечительство стало мерилом оценки каждому руководителю, каждому общественному деятелю, каждому бизнесмену, банковскому работнику и руководителям всех фондов. Меценатство, которое характерно было всегда на Руси, сегодня приобретает исключительную актуальность и значение. Я уверен, что в недалеком будущем меценатство займет подобающее место и в обществе, и в системе культур. История российского меценатства и попечительства обширна и многогранна. О них вы хорошо знаете. Дворяне и купцы, меценаты, проявляли искренний интерес к культуре, науке и искусстве и оказывали им существенную поддержку не ради чинов и орденов. Можно утверждать, что российское могущество укреплялось не столько государством, сколько деятельностью многих поколений меценатов и попечителей. Особенно была велика и значительна роль купечества в развитии меценатства. До революции основная часть детских воспитательных домов и приютов, больниц и даже начальных школ и гимназий содержалась на средства городских купечеств.
Мы с большей части знаем имена только наиболее крупных предпринимателей-меценатов, таких как Савва Морозов, братья Павел и Сергей Третьяковы и другие. Им многим обязаны лучшие представители профессионального искусства, выдающиеся артисты театра России. Но меценаты были свои Морозовы, Третьяковы практически на Руси в каждом городе. Память о них, к сожалению, в полной мере не сохранился. Основу благотворительности в России всегда составляли совестливость и нравственность, сознание общественного долга. Учитывая отличие русской души от западной, стоит опираться именно на эти основы, выработанные в России делами многих поколений за тысячелетия, начиная с Древней Руси, с их монастырскими домами общественного презрения. Во все времена в России невозможно было продвинуться в обществе, не совершая социально ориентированных поступков. О русских купцах мы знаем немало и из художественной литературы, из кинофильмов. А то, что десятки достойных людей этого сословия жили и работали во славе родного края Якутии, мы знаем очень мало. Я обещаю нашему меценату Егорову, мы буквально в эти дни займемся вашим предложением и выпустим эту добрую книгу, о котором вы рассказали. О необходимости частных пожертвований для духовного возрождения народа Саха не раз говорил основатель якутской литературы Алексей Алексеевич Кулаковский в своем знаменитом письме якутской интеллигенции. Говоря о деятельности якутских купцов, он писал, что они составляют будущее, здоровое ядро якутской народности. Между ними встречается, как я хорошо убедился в этом, люди с благородным порывом замечательного патриотизма, ожидающие только всеобщего воззвания культуре и просвещению и готовы попуститься тысячами из своих доходов ради блага Родины. К примеру, купец первой гильдии астраханцев на создание ремесленного училища пожертвовал более 1 миллиона рублей. Это в начале века, товарищи. В 1909 году он вместе с Гаврилом Васильевичем Никифоровым финансировал строительство публичной библиотеки и музея в городе Якутске. В 1894-96 годах в Якутии работала сибиряковская экспедиция, организованная Восточно-Сибирским отделением Русского географического общества на средства мецената Сибирякова, ленского золотопромышленника. Им было выделено 20 тысяч рублей, а затем дополнительно 2000 рублей, благодаря чему начал печататься монументальный якутско-русский словарь Эдуарда Пекарского, равного которого по полноте освещения якутского языка нет до сих пор. Следует особо упомянуть одного из представителей первого поколения якутского купечества Петра Илларионовича Захарова. В течение 19 лет он являлся главным попечителем якутской женской гимназии. Он сделал крупные пожертвования, и не только денежные. В 1883 году он передал большой дом с флигелем, это собственный его дом был, и усадьбой для открытия в нем женской прогимназии, а также 500 рублей для приобретения учебной литературы. Большинство своем люди, о которых я говорил, очень скромны и не любят, когда о них говорят. Хотелось бы, чтобы у них было как можно больше последователей,
достойных продолжателей их дела. В их поступках и делах пример бескорыстного проявления человеческих ценностей, отзывчивости, доброты и милосердия. «Помоги тому, кому трудно», говорит якутская пословица, «придет время и помогут тебе». Трудно переоценить значение меценатства для духовного возрождения республики. И радует, что меценатство и благотворительность силу. Попечительским советом Года детства и детского спорта при президенте республики проводится немалая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, организации летнего отдыха и оздоровления детей, финансирование издания детской литературы. Поддерживая политику президента республики, население активно участвует в движении 2000 добрых дел к 2000 году и мероприятия Года детства и детского спорта как меценаты, так и спонсоры. В декабре 1998 года Государственное собрание Тюмень приняло закон о меценатах и меценатской деятельности. В июне мною подписан указ о создании образовательных учреждений попечительских советов. Создание попечительских советов направлено на решение 3 единых задач. Первое. Помочь школе выбрать ориентиры направления развития. Они должны создать четкую и живую картину той школы, которую хотят видеть, ее философию, а также обрисовать способы, которым они хотят воплощать его жизнь, новые технологии обучения, техническая оснащенность учителей, обучение – залог успеха наших школ. Попечители, директор и коллектив школы должны работать над этим вместе с максимальным участием учащихся и родителей, чтобы в идеале каждый, кто имеет отношение к школе, разделял поставленные цели. Задача попечителей – это содействие и помощь в организации воспитательной работы образовательных учреждений, формирование духовной и нравственной личности, воспитание физически здоровых детей, патриотов Родины, способных защитить свое Отечество. Здесь ожидаем помощи от попечителей, работников научной и творческой интеллигенции, спортивного актива республики. Во-вторых, все школы нуждаются в четкой и понятной системе планирования, внедрения и оценки нововведений. И одна из наиболее важных задач попечителей – следить за тем, чтобы школы регулярно и объективно оценивали свой прогресс, анализировали успехи и неудачи и составляли планы для развития и улучшения программ. Третья задача – совместная работа по привлечению в школу дополнительных внебюджетных средств. Мы планируем, чтобы в рамках Совета будет работать не учителя, а выпускники, работодатели, родители, представители местных органов власти и представители научной и творческой общественности. Не секрет, что те налоги, которые составляют доходную часть нашего бюджета, не могут обеспечить полное оснащение современным оборудованием всех учебных заведений дошкольных учреждений. Вы, как руководители хозяйственных структур, специалисты-профессионалы, знаете, почем трудовой рубль. Согласитесь с тем, что на громадной территории республики нереально сегодня построить асфальтированная автомобильная дорога, всюду построить хорошо оборудованные школы, еще сложнее обеспечить все учебные заведения квалифицированными кадрами, педагогами, учителями. А ребенок-то не ждет, он растет с каждым днем, взрослеет, ему надо учиться жить в ногу со временем. Очень скоро наши сегодняшние дети примут на себя ответственность за судьбу республики, страны,
за судьбу человечества. Они станут специалистами, от которых будет зависеть развитие промышленности, экономики, благосостояния и благополучия, здоровья, образования, культура нашей Родины, нашей республики. Более быстрый, более экономный, более результативный путь интеграции в мировую российскую науку, культуру я вижу только через новые коммуникационные сети, сеть интернет. Во всем мире зарождается новая система технического и профессионального образования. Весь мир перерождается информационно сообщество будущего. Замечательное достижение инженерной мысли, строительства, искусно созданные предметы быта должны быть доступны всем и в том числе нашим детям. Бесспорно, современное развитие технологий в компьютерной и телекоммуникационных областях увеличивает отдачу от инвестиций в образование. В то же время это развитие увеличивает цену, которую придется платить в случае, если сфера образования не получит инвестиции. В этом плане я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет значительным событием на пороге нового века, корне меняющее отношение общества в школе. Я убежден, что участие профессионалов-хозяйственников, промышленников, инженеров, ученых, экономистов, производственников, а в конечном счете тех же родителей, или правильно сказать сначала родителей, всех заинтересованных в качественном образовании детей и молодежи, позволит сделать существенный рывок обеспечения образовательных учреждений тем необходимым высокотехнологическим учебным оборудованием, которое познакомит детей со всем разнообразием умений и навыков, требуемых трудовой деятельности. Возможно, вы все слышали китайскую народную пословицу. Когда дует ветер перемен, одни строят стены, а другие – ветряные мельницы. Так давайте сообща построим ветряные мельницы, которые станут источниками энергии в 21 веке.